Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Гэта стартапніца, стрым, амаль жывы эфір з невялікай затрымкай. Мы будзем размаўляць пра CivicTech сёння і пра стартап пра хаб перамены. Справа ў тым, што пасля выбараў жыхары Беларусі апынуліся ў новай пратэснай рэальнасці, і айцішнікі былі аднымі з першых, якія вельмі жыва адрэагавалі на гэта новымі мабільнымі праграмамі. Адна праграма дапамагае арыентавацца ў Мінску падчас пратэснага маршу, іншая не набыць лішняга ў краме, не прафінансаваць рэжым употайкі нават ад самога сябе. Трэцяя ганяць ва ўвесь моц па раніцах па вуліцах, карацей, які час такія мабільныя праграмы. Дзеля распрацоўкі такіх праграм быў праведзены адмысловы хаб, які называецца «Перамен». Я так разумею, што пляцоўка «Перамен» працуе і цяпер. Сёння на сувязі з Еўрарадыё Алена Жываглот і ананімная пані Кота. Прывітанне, дзяўчыны. Ці добра нас чуваць? Так, прывітанне. Супер. Гэта быў хто? Гэта была пані Кота. Гэта была пані Кота, якую мы не бачым. І Алена, все так, ёсць. Надо ниже голос держать сразу, чтобы отличались. Ясно. Будем спрабаваць все ж таки адрозніваць. Пагаворым пра то, як працуе хаб, якія праекты ў ім нарадзіліся, як гэта ўвогуле развивать CivicTech у белорусской стартап-экосистеме. Да, давай в первую очередь мы спросим, что такое вообще хаб перемен и каким образом вот у вас налажена работа, что проекты появляются децентрализованно и анонимно. Давайте расскажу, что такое вообще проект перемен, хаб перемен. Мне сразу захотелось исправить. Да. Это как раз-таки не перемены, а хаб чего? Перемен, да? Здесь есть смысл. Это платформа, хаб, который создан при участии инициатив гражданских, зарожденных как раз-таки в этот период революционный. Это народный опрос, честные люди и платформа «Голос». Хакатон также участвует у нас как партнер. И эта инициатива запустилась как раз-таки исходя из опыта нас, основателей этого проекта, в том, чтобы помогать и для того, чтобы помогать неравнодушным белорусам реализовывать свои идеи и задумки в проекты, направленные на подавление режима, протестное движение и на подготовку Беларуси к будущему. Да? То есть все тематики, они крутятся вокруг актуальной ситуации в Беларуси сейчас. Что значит анонимно? Это значит, что люди приходят на платформу, мы не просим называть имен, они логинятся на платформе Microsoft Teams, технически это работает так, и позже можно будет детально обсудить это. И они предлагают свои идеи, то есть мы проводим различия между понятием идеи и проекта. Идея — это то, с чем ты приходишь, чтобы на платформе, на перемене хаб найти сокомандников, единомышленников, а может быть экспертов, да, собрать ресурс на команду. И далее превратить эту идею уже в проект и реализовать ее. У нас уже есть, мы подробнее сможем поговорить, да, реализованные, выстрелившие стартапы, зарожденные на платформе перемен. Зачем люди приходят к нам в хаб? Для того, чтобы получить недостающие ресурсы. Это может быть делом и советом, да, экспертное мнение тех представителей инициатив, которые уже существуют, которые уже работают, функционируют, либо поиск ресурсов, это тоже такая кладезь белорусов, волонтеров, готовых вовлекаться в помощь реализации чьей-то идеи, да. Это, возможно, медийное продвижение, и такая удобная платформа для коллабораций. Как-то так. Сколько сейчас человек входит в хаб перемен? Это готовила пани Кота. Сейчас у нас около 2000 заявок, но, к сожалению, до самого Teams дошли не все. У нас около 1500 пользователей, которые зарегистрированы, но, конечно, кто-то заходит один раз и не остается, кто-то более активно участвует. Из тех, кто активно принимает участие, это около 300 человек. Вот сейчас мы как раз работаем над тем, чтобы и улучшить процесс входа людей в хаб, чтобы это было менее болезненно. Teams — такая не очень простая платформа, для многих она выглядит непривычно.
Вот, и также проводим разного рода ивенты, чтобы тоже привлечь больше людей, и чтобы эти люди оставались в команде, в хабе. Нагадаю, што эфір жывы, можна задаваць пытанні. Ну і сам задам пытанне. Рэальна 2000 чалавек выявілі жаданне папрацаваць, да, над Civic-Tech цяпер. 2300 даже, я бы сказала. Это за какой это период? то, сколько у нас заявок было, да, подано. За які перыяд, пытаецца Юля? Мы запустились в начале октября, то есть это 2 месяца. Фактычна 2 месяцы. А можна што-небудзь, які-небудзь сацыяльны партрэт намаляваць? Хто гэтыя людзі? Гэта ўсё айцішнікі ці, наадварот, людзі без скілоў, без кваліфікацый, ну, вось менавіта такіх, якім проста карцела што-небудзь зрабіць, у нечым паўдзельнічаць? Ці ананімнасць абсалютная? Когда люди входят в хаб, мы просим заполнить их форму и немножко рассказать о себе. И, конечно, многие рассказывают. И да, айтишников достаточно много, но кроме айтишников очень много есть разных людей. Есть и те, которые пишут: я ничего не умею делать, но очень хочу помогать. Есть и представители разных творческих профессий, и музыканты, и режиссеры, и танцоры, которые тоже, когда заполняют заявку, они не всегда знают, чем они могут пригодиться, но желание чему-то способствовать, и вот желание перемен у всех очень велико. И бизнесмены есть разные, медики. Сейчас у нас как раз импульс медицины проходит, и много врачей присоединилось. В общем, очень много разных людей, строители, отделочники. В общем, очень увлекательно иногда читать формы и смотреть, кто же приходит. А вот такой вопрос все-таки, как у вас построена работа? Вот как вы, может быть, проверяете людей, которые подают заявки, для того, чтобы это было безопасно, чтобы, скажем так, на платформу не проникли какие-то лазутчики, назовем их так. Вот, как ну да, мы ж памятаем, што губопік ёсць у кожным чаце. Да? Як не зрабіць так, каб ён быў у кожным праекце хаба перамен? Наверное, дайте я вводную скажу, да, и дальше технически расскажет. Нужно понимать, что про безопасность, это значит, что мы обеспечиваем анонимность в первую очередь, да. На текущий момент в Беларуси вряд ли можно кому-то гарантировать безопасность стопроцентную, что в чате не окажется тот человек, которого не должно быть там. То есть в любом случае платформа, на которую могут попасть люди, которые выдают себя не за того, кем они являются, и быть анонимными. Это нужно учитывать. Такое может произойти. То есть мы здесь, наверное, не беремся брать ответственность за то, что никто никуда не проникнет. У нас нет контрразведки, у нас нет силовиков и безопасников, которые исследуют каждую персону, что и как, такого не происходит. Вот. Но базовая такая секьюрность, гигиена — это то, что есть на платформе. Как происходит отбор по форме заявки, да, здесь, наверное, Паникота расскажет детальнее. Но так, чтобы... это наболевший вопрос на каждом созвоне, все говорят о безопасности, и как вы несете ответственность, такой триггер. Вот про анонимность в первую очередь идет речь. Ну да, Лена все правильно сказала, мы не можем гарантировать, что не придет кто-то... И люди общаются помыслами, да, с этой информацией. То есть мы понимаем, что может быть кто угодно в эфире. Ты уже разбираешься, там, вступать с ним в команду, либо нет. Когда завязывается контакт, люди уходят в отдельный чат. Там плотнее строится взаимодействие, и здесь тоже много остается на откупе у команд, с кем ты взаимодействуешь, и при этом они продолжают сохранять анонимность, да, не называя имен. Но опять же, здесь команда мы как бы рекомендуем уже... кто как хочет. То есть есть команды, которые не знают друг друга, да, они для себя анонимные, кто-то знает имена, кто-то знает ники. Есть, возможно, на каких-то проектах команды хотят деанонимизироваться, и они это могут сделать в своем узком кругу. Вот. Иногда, например, нам, как организаторам, приходят такие сообщения, что вот этот вот человек выглядит подозрительно, он как бы там, меня задает много вопросов, но опять же, там, смотришь на его форму заявки, и ты не можешь сказать, это шпион или это человек, просто вот у него такая манера задавать много вопросов. Вот, поэтому тут как бы уже на откуп людям и на то, как они между собой соблюдают какие-то правила безопасности, да.
Ну, у меня такое пытанне, што вы робіце ўсё ж таки з будаўнікамі, якія падаюць заяўкі? Як не пакінуць іх за бортам актыўнасці, впісаць Ну, усё ж таки ў нейкі праект? К сожалению, мне пока кажется, что большинство бытовников так и не нашли себе проекта, к сожалению, в перемен. Ну, большинство все-таки проектов, которые развиваются, это такие айтишные. Ну и, наверное, это объяснимо. И они как-то, айтишники, больше привыкли в таких мессенджерах, как Teams, работать. И, в принципе, проще, понятнее, куда применить свои скиллы. Вот. Чуть, да, и отключусь, с вашего позволения, мне кажется, что Паникота расскажет все. Нужно понимать про суть платформы. Мы не ставим перед собой цель обеспечить, ну, как бы таким местом в команде, в рабочей группе каждого участника, да. Мы даем возможность людям взаимодействовать. Мы помогаем отбирать этих людей, мы раскручиваем их на беседы, коллаборируем, да, это платформа для коллаборации. Но когда ты приходишь с желанием помочь, и у тебя нет идеи, ты ставишь перед собой задачу помочь, соответственно, ты сам ищешь проект, в который ты хочешь включиться. И тут уже зависит от специфики проекта. То есть нет гарантии, что ты приходишь и гарантированно там, начинаешь писать тексты для кого-то, либо разрабатывать. Да? И люди это понимают. То есть совершенно не значит, что все 2300 человек сейчас в активной работе над какими-нибудь идеями и проектами. Есть те, которые присматривают, есть те, которые знакомятся, есть те, которых смотрят, и они говорят, я готова помогать, но не знаю, куда применить свою энергию. Вот, и это нормально, поэтому если кто-то вдруг сомневается, нужно ли присоединяться к этому движению, если нет идей, нужно, потому что люди находят друг друга, включают их в рабочие группы, ну и в зависимости от специфики проекта, да, бывает так, что такие уникальные, необычные специальности, непривычные для диджитал-пространства, наверное, тоже находят себе применение. А с кем вы сотрудничаете? Не знаю, вопрос к Елене. Так, что-то у нас произошло. У нас все добра, але Алена сказала, што яна адключыцца на гэтым пытанні. Я так разумею. Можем озвучить, чтобы я не оставила свою коллегу вдруг Добренько. с нужным вопросом. Пытанне быў, з кім вы супрацоўнічаеце? Да, с кем вы супрацоўнічаеце вот для того, чтобы валидировать идеи на предмет адекватности работы в правовом поле таким образом. Знаете, мы привлекаем экспертов разных категорий, может быть, и нужно понимать, что в составе основателей проектов есть топ-менеджмент и ведущие специалисты в маркетинге и в сфере IT. Это команда основателей, да, то есть достаточно такой мощный пул экспертов, которые компетентны в разных сферах и способны дать грамотную обратную связь и помочь определить, какие ресурсы недостающие и как скомпоновать эти ресурсы. Вот. Но в любом случае это не задача платформы обеспечить всех нами, основателями, да, там, честными людьми, народным опросом и голосом. Абсолютно нет. Наша задача — настроить коллаборации. Соответственно, мы привлекаем экспертов. Это отдельная ветка, сейчас Паникота расскажет детальнее, да, где можно задавать вопросы, где можно делать запрос нам, помочь какие-то ресурсы извне найти, да, если их нет еще у нас в Teams, да, в этой диджитал-среде. Ну и, соответственно, мы чем можем, тем помогаем. Все это волонтерство, медийщики, рекламщики, разработчики с опытом, которых мы можем вовлечь и готовы помогать зарождающимся инициативам. Конечно, мы пытаемся налаживать эти контакты. Благо сейчас это очень динамичная сфера, стартапы, стреляющие один за одним, и при этом все белорусы солидарны и готовы помогать. Поэтому вот эта история про то, чтобы включить, помочь, проконсультировать как эксперт, вообще не составляет труда сейчас. Класс. Ну что, Алена, отпускаем вас. Да, спасибо Добра. большое. Спасибо. Дзякуй вам вялікі за тое, што знайшлі для нас час. Пані Кота, цяпер мы з вами будзем, ведаеце, як гульцы па што дзе калі. А там у іх недзе, там зверху вот гэты голас, так? А яны такія, ну што там скажуць нам, да? Вось, ну але тым не менш. Ананімна праз Zoom складана, я так разумею, што не знайшлі спосаба вось гэта вакенца даваць. Ну і што это мог бы быць пусты экран, вось, але я спадзяюся, што будзе цікава.
Так, У меня есть пытанне. на чым мы спыніліся Да. ўвогуле? Мы спынились, ну, в принципе, мне кажется, Елена на мой вопрос предыдущий достаточно исчерпывающе Есть ответила. пул менторов Да, пул нормальных? менторов есть. Да, и вот вопрос у меня такой. В начале ноября у вас прошел хакатон, победило 3 проекта. В целом за время работы их появилось уже больше. Это приложение Храй, это приложение Марш, да, и вот 3 проекта, которые появились на хакатоне. Расскажите, вот на каком они сейчас этапе, поскольку вот про них я особых новостей не нашла. Вот расскажите, как с ними дела? В частности, например, Рупер Ковид. Как с ними дела? Рупер Ковид, они динамично развиваются. Сейчас как раз вот мы тоже готовим, буквально на днях выйдет и про них дополнительный пост, промо, рассказать людям о них. Они достаточно много взяли разных активностей, поэтому сейчас в том числе со своей стороны, как с инициативы народного опроса, мы занимаемся опросами, мы помогаем их и консультируем тоже по тому, как даем, так сказать, опыт экспертный какой-то, вот, помогаем, потому что у нас уже есть какая-то в этом экспертиза. В том числе они много сделали и по видеороликам, по тому, чтобы информировать людей о том, как защититься от ковида, и они как бы сейчас так активно набирают обороты. Я надеюсь, что мы поможем им о них рассказать людям, чтобы больше про них узнали. Ну, кратенько, Вот. все-таки о чем этот проект? Что-что? Кратенько, о чем все-таки этот проект? Рупор ковида, они хотят информировать людей о статистике заболевания ковида в стране на регулярной основе, то есть собирать какие-то документальные подтвержденные случаи. Вот. Кроме этого, хотят сотрудничать с медиками и получать какую-то информацию от них. Вот. Я думаю, что можно про Рупор Ковид, наверное, много рассказывать, и когда они больше оформятся и поймут, что они делают, можно сделать даже отдельный выпуск с ними, потому что там действительно большой проект. Вот. Пані Кота, да. Але я так разумею, што цяпер праект ён на стадыі збора інфы, вось для таго, каб пасля гэтую інфу неяк апрацаваць і апублікаваць, ну, вось у сканцэнтраваным разгорнутым выглядзе для чытачоў. То бок пакуль што туды можна толькі даслаць нешта, да, а прачытаць там яшчэ пакуль нічога немагчыма. Да, туда можно пока дослать ваши случаи, болели вы или не болели, то, как их обрабатывать и то, как подавать статистику, это другой большой вопрос, потому что на основе случаев только болел, нельзя делать какие-то выводы в целом по заболеваемости в стране. Вот, но здесь я, наверное, могу немного воспользоваться положением и анонсировать то, что мы как народный опрос сейчас как раз готовим материал, мы проделали это исследование, и сейчас мы как раз расскажем в ближайшие дни о цифрах. Вот. Ну, ад сябе было б класна, канешне, каб гэта працавала аператыўна. Вось, напрыклад, сёння Лукашенко прагаварыўся, што ў Віцебскай вобласці заўчора, ну, там, за суткі было 2 смерти. І нам абвесцяць, ну, звязаных з каранавірусам, нам абвесцяць неўзабаве статыстыку па рэспубліцы. Напрыклад, там будзе 7. Да? Гэта значыць, што, ну, па адной у кожнай вобласці яшчэ. Да? Калі 2 ў Віцебску, то застаецца 5 выпадкаў. А ў нейкай, магчыма, увогуле ніхто не памёр. То бок, умоўна кажучы, будзе дастаткова проста ў такой сітуацыі прасцей, чым звычайна, гэтыя звесткі абвергнуць. Ці ўсё ж такі Рупор Ковіда не ставіць сваёй мэтай вось такое аператыўнае абвяржэнне, а больш поўная карціна цікавіць праект? Наверное, я пока не могу сказать за весь проект и полностью за их вижен, потому что он еще у них сам на этапе формирования, что они могут показывать корректно. Они могут какие-то нижние границы говорить заболеваний. То есть если Лукашенко сказал, что заболело 2, умерло 2 человека за ночь, а если дослали документов 10, то уже как минимум можно посмотреть, что 10 больше, чем 2. Но делать об этом выводы, там, сколько в целом по стране умерло, как бы нельзя будет на основании конкретно этих данных. Поэтому вот сейчас проект как раз еще и в стадии консультирования с экспертами о том, как же
что же лучше и как это все подавать и формулировать, чтобы было минимальное количество вопросов к нему. Мгм. Пані Кота, может быть, вы нас вот расскажете какие-то интересные цифры по приложению Skarga Help? Сколько им воспользовался человек? Как там дела? Вот мы, в принципе, плавно обмяркуем кожную Каждый проект. программу, да, кожны Чего проект. нет? Вось другі проект Skarga Help. Ну тут трэба інтрадукцыю невялікую зрабіць. Гэта праграма дзеля таго, каб без адваката, без нейкай дапамогі кваліфікаванай падаць скаргу ў той ці іншы орган. То бок загружаеш свае дадзеныя, а на выхадзе атрымліваеш што нейкую паперу салідную, з якой можна звярнуцца, я не ведаю, у райвыканкам, да дэпутата, да каго заўгодна, залежна ад таго, які профіль пытання і да каго эту скаргу можна накіраваць. А пытанне ў Юлі было колькі, да? Юлю канкрэтныя Колькі? паказчыкі ўвесь час цікавяць. Ну вот ребята запустились буквально несколько дней назад, и у них на вчера, мне кажется, было около 600 заявок уже сформированных. То есть за пару дней, мне кажется, это такой отличный вообще показатель, учитывая, что там пока не так много вариантов, кому можно сформировать жалобу. Только на первом этапе, по-моему, 4 варианта или что-то в этом роде. Вот, то есть это тоже будет дорабатываться, еще все расширяться. Но мне кажется, для пары дней вариант очень, результаты хорошие. Ну, госорганы, скорее всего, не готовы отвечать на такое количество жалоб в любом случае за 2 дня всего-то. Ну іх таксама шмат. У прынцыпе, я маю на ўвазе дзяржорганаў. Это ж адна скарга туды, іншая туды. Як бы толькі райвыканкамаў 118, ну, нейкі такі парадак. Да? А вы, может быть, еще знаете, какие еще виды жалоб вот ребята планируют добавить в Skarga Help? Если честно, то не скажу сейчас. Вот, наверное, в перспективе какие угодно на любые госучреждения. Вот, пока у них, по-моему, там РУВД, метро, есть что-то еще. Такой еще момент, вот тоже мы немножко затронули о том, что сейчас у вас проходит «Импульс медицины», инициатива, вот в ходе которой участники обсуждают текущие проблемы, касающиеся медицины, и вот генерируют какие-то идеи. Она еще не закончилась, закончится завтра, но тем не менее, вот может вы можете сказать какие-то такие промежуточные результаты или какие-то любопытные инсайты, которые всплыли вот в ходе этой инициативы? Так, ну сейчас у нас, да, подходит к завершению, то есть это такой растянутый по времени получился хакатон, оформилось несколько проектов, и вот они сейчас дорабатывают свои прототипы, чтобы в субботу нам показать. И среди проектов это, конечно, на любом хакатоне, связанном с медициной, возникнет проект с телемедициной. Вот. Тут, конечно же, много сложностей с точки зрения юридической, как это все оформлять, поэтому там, как прототип это будет, ребята хотят сделать бота, который просто позволит на первом этапе хотя бы сводить вместе врачей и пациентов и какую-то консультативную помощь оказывать. Вот. То есть это нельзя, там, понятно, выписывать лекарства, какие-то будут назначать лечение, но хотя бы, чтобы те врачи, например, которые точнее, те, которых уволили, но которые, тем не менее, хотят помогать и лечить, и те пациенты, которые не могут сейчас получить консультацию в поликлиниках, в больницах из-за коронавируса и вообще тоже, может быть, боятся ходить куда-то, вот, чтобы они хотя бы могли получить какую-то консультацию первичную. Вот. Также популярны очень идеи, и было их достаточно много, связанных с оказанием психологической помощи. Вот. Такой, как мы все видим, непростой период, и очень много и тех, кто пострадал, подвергся пыткам, нуждающимся в помощи, и их близким. И вообще, в принципе, наверное, уже каждому белорусу нужна в той или иной степени помощь. Вот, поэтому зарождалось несколько идей, в том числе и вот снятие стигмы о том, что просить помощь не стыдно, и не нужно стыдиться того, что вам может быть сейчас плохо, потому что сейчас тоже очень многие говорят, что типа нет, не пойду, кому-то хуже.
Вот. Из этого кому-то хуже, она тоже в итоге люди не идут и помощи не просят. Вот. И много проектов в эту сторону развивается, и не только в рамках импульса медицины, а вообще. И у нас есть такое большое направление, как цифровое государство, и в рамках него есть несколько проектов. И я еще знаю о таких стартапах, которые работают в этой сфере. И вот тоже в рамках импульса медицины команды в итоге немножко переформировались, тоже нашли еще другие подкоманды, и там такая интересная история в итоге вышла, и пришел еще новый проект, который тоже позволяет найти на сайте психолога, в котором ты можешь обратиться за помощью, созвониться с ним и получить какую-то консультацию. Мгм. Ну, здорово. Вот. На самом деле я слышала вот от нескольких людей еще буквально в начале июня, они столкнулись с тем, что записаться к психологу очень сложно. То есть если ты даже звонишь в платный медцентр, ну, в платном медцентре ладно, а там еще можно попасть, а в государственной, например, поликлинике запись на месяц вперед. Так что еще и до всех этих событий белорусы многие чувствовали необходимость с кем-то пообщаться. Вот. А сейчас, конечно, и подавно. А можете рассказать немножко вот подробнее про вот эти вот GovTech идеи? А можна я пра медыцынскую тэму дадам? У нас сапраўды выходзіў тэкст з псіхатэрапеўтамі, і 3 псіхатэрапеўткі казалі, што вельмі крута, што нарэшце беларусы зразумелі, што калі ім прапануюць дапамогу, не зашкварна яе прыняць, і што ўвогуле вось стыгма знятая з псіхалагічнай дапамогі. То бок гэта вельмі важна, да, зараз працягваць у гэтым плане, каб дапамога дайшла да тых, каму яна патрэбная. Але я не ведаю, якую можна мабільную праграму зрабіць. А есть приложение? Кстати, к сожалению, к нам стартап не дошел. Он сказал, что, может быть, в декабре, но конкретно приложение такое Netflix на тему психического здоровья. Вот так. Ну, мне здаецца, што мы на крыху это другая история. Мы на крыху ніжэйшым узроўні зараз. Мы на ўзроўні таго, каб патлумачыць чалавеку, што яму, напрыклад, трэба паставіць вось такую прыладу сабе. Мы на ўзроўні таго, што чалавек адмаўляе ўвогуле гэтую ўсю індустрыю і магчымасць ему так наоборот, они понимают показатель зрелой личности попросить помощи. Потиху. На самом деле с приложениями все не так просто. То есть приложения, которые помогают, призваны помочь оказать психологическую помощь, они в основном хотят использовать искусственный интеллект, модели обучения. Это все тоже, там много подводных камней, там все не так просто, и нейросеть сначала надо обучить, тренировать и так далее. И что говорить о нейросети, если у нас, в принципе, мало психологов, которые в Беларуси, в принципе, работали с посттравматическим состоянием. То есть тут даже вопрос поднимался, у нас на открытии как раз выступала психолог, волонтер в Международном комитете по расследованию пыток, и она рассказывала, что, в принципе, проблема стоит в том, что психологов нужно в первую очередь обучить, чтобы они могли компетентную помощь оказать. И здесь тоже намечалось у них сотрудничество с украинскими коллегами, у которых уже есть такой опыт, чтобы как-то его перенять и использовать в наших уже белорусских реалиях. Ты задавала питание по поводу GovTech. Да. Можете рассказать, какие идеи есть? По GovTech у нас есть направление, выделенное по цифровое государство. Пока я детально не буду рассказывать, потому что попросили немного... В общем, команда, у них несколько подпроектов, и вот мы договорились, что на следующей неделе, либо, может быть, через неделю, как команда соберется, мы сделаем презентацию у нас в Пиромен тех проектов, которые у них есть. Вот, они расскажут. Я думаю, что это видео потом будет доступно тоже для просмотра, чтобы привлечь тех, кто заинтересуется. Вот. Могу сказать, что ребята вот выступали на прошлой неделе, проходила конференция, Digital Economy, ну, в общем, конференция, посвященная
В рамках Всемирной недели предпринимательства, наверное. Да, Мгм. да. И ребята тоже принимали участие, они поделили эфирное время с Павлом Либером. Вот, то есть что тоже плюс хаба перемен, что ты можешь прийти с какой-то идеей, и здесь достаточно просто найти экспертов и свестись, попросить тебя свести с теми людьми, которые уже что-то делают, чтобы не дублировать свою классную, возможно, идею, но присоединиться к тому, что уже начало работу, и в итоге ваши усилия принесут больше результатов и пользы. И вот очень много людей сейчас подключается к цифровому государству, и вот недавно тоже Павел рассказывал в другом интервью где-то детальнее про то, как он видит вообще будущее цифрового государства Беларуси, да, я думаю, что там много проектов родится, и это как раз проекты, которые больше, наверное, не для сегодняшнего дня, а рассчитаны на то, чтобы строить уже Беларусь будущего вот уже сейчас, чтобы мы быстрее восстали из пепла, возродились. Вообще интересно, конечно, как у нас все это развивается не благодаря, а вопреки. То есть Да. вопреки мы все-таки внедрим телемедицину, вопреки мы внедрим цифровую экономику и прочее. Для некой частки громадства, некой частки, скажем да. так. Да. Ну, знаете, вот у нас есть тоже в рамках импульса медицины проект, который телемедицина для людей 50+, Мгм. вот, но они хотят делать Facebook-боты и Telegram-боты, хотя казалось бы, что 50+ люди, вот они, наверное, Вайбер, наверное, актуально. больше пользуются Viber там Мгм. тоже будет, но все равно вот развиваются не только технологии, но и белорусы тоже осваивают новые. У меня есть еще вопрос. А вы скажите, а сколько в среднем человек вот входит в одну команду, которая работает над каким-то проектом? Ведь это все в свободное время, на волонтерских началах. То есть тут, в принципе, имея основную работу, иногда очень сложно себя собрать и вот пойти что-то делать. И с другой стороны, такое волонтерство, оно очень, конечно, питает и дает силы, но в любом случае это тяжело. Ну вот как это вот получается? Да, это тяжело, и я не перестаю восхищаться всеми волонтерами, которые к нам приходят, потому что это действительно работа после тяжелого рабочего дня, еще когда у тебя есть дети, семьи и какие-то еще другие дела. А в Новости. воскресенье еще, возможно, нужно на марш сходить. Вот, то есть тяжело, да. Сколько в командах людей участвует, тоже сложно сказать, потому что есть команды, где вообще 1-2 человека там все тащат, какие-то проекты. Есть цифровое государство, которое в себя уже собрало 70 человек, и они там разделились на некоторые проекты и что-то делают. Но опять же, надо понимать, что волонтеры специфика такая, что сегодня там, с тобой работает 5 человек, а завтра там, кто-то устал, не вышел на связь, у кого-то появились дела, и как бы тоже кто-то уходит, кто-то приходит, тоже люди меняются, кто-то устает, и это тоже нормально. Нехта пропускае пару суток Да, такое тоже бывает. по причинах, якія ад нас не залежаць. У меня еще такой вопрос. А насколько вообще активны регионы? Большинство из Минска все-таки, но опять же, мне сложно сказать за всех, потому что мы не просим указывать регионы, но вот лично с теми, с кем мне доводилось пересекаться и у кого я спрашивала, это, конечно, были подавляющее большинство из Минска. Были люди из-за границы. Вот, то есть из диаспор тоже очень много людей, готовых помочь. Вот, поэтому по регионам они есть. То есть у нас даже есть там проект, допустим, тоже с хакатона Бульба Ньюс, они хотят делать не СМИ, а портал новостной, не новостной, с разного рода информацией, именно рассказывать регионам, подавать им в таком, в нейтрально, не совсем, в общем, не быть как государственной СМИ, вот, потому что я так понимаю, что в регионах проблемы с какими-то изданиями, и с этим сложно. Вот, то есть люди из регионов есть, но их меньше.
Ну, насамрэч у нас скончыўся час. Я хацеў яшчэ запытацца пра перспектывы камерцыйныя тых праектаў, якія цяпер распрацоўваюцца, бо рана ці позна, лепш, канешне, рана, рэвалюцыя скончыцца, пачнецца звычайнае жыццё. Вось, і ну, знікне, напрыклад, знікне неабходнасць, там, я не ведаю, у такіх прыкладаннях, над якімі ўпэўнены працуюць, там, каб каардынаваць людзей на маршах, там, да? І ну, менш будзе. Ёсць прыкладанне дапамога. Я не кажу ўжо пра хаб перамен менавіта, да? Ёсць прыкладанне дапамога там, з трывожнай кнопкай, якую ты націскаеш, і тэлефон фоткае апошняе, што перад ім было, і пасылае там куды-небудзь. Да? Вось, ну, фоткай на фронталку. У хаба перемен еще есть приложение, которое помогает зафиксировать гематому на теле. Тоже хочется верить, что когда все это закончится, не надо будет уже таким приложением. Таким прыкладанні. Вось, то бок некаторыя праекты, яны сапраўды такія часовыя і найхутчэй ну, знікнуць, калі час зменится. Да, есть такие, конечно, проекты, но я думаю, что тот опыт, который команды берут в этих проектах, он бесценен, и даже если сам проект, может быть, потеряет свою актуальную, возможно, технологии, которые ребята применяли, они смогут использовать в каких-то других проектах, у которых будет будущее в Новой Беларуси. Вот, поэтому в принципе, технологии здесь... застанутся. Это головное. Технологии, да, команды. Да. Угу. Главное, чтобы люди остались. Я думаю, что много еще предстоит сделать, и надеюсь, что тот запал, который есть у людей, сейчас он не пропадет, и с какой-то позитивной повесткой, возможно, будет работать еще лучше. Вот. Поэтому вот такое место, как хаб перемен, есть, люди прекрасные тоже есть. Поэтому я думаю, что сейчас есть приложения, которые призваны реактивно реагировать на происходящее, но появятся те, которые, наоборот, будут что-то созидать и на благо будущего работать. Супер. Сябры, это была стартапница. Мы размаўлялі пра хаб перамен, дзе куюцца тэхналогіі і мабільныя праграмы для цяперашняй пратэснай Беларусі. Тэхналогіі, якія дапамогуць нам жыць, калі пратэсты скончацца, і гэтак далей, і гэтак далей. Ужо мне падказваюць, што час зусім скончыўся. На сувязі з Еўрарадыё была Алена Жываглот і наш ананімны спікер Пана Котта. Удачы вам. Пані Котта. І нам, пані Котта. Прабачце, пані Котта. Все хорошо. Ужо пад канец спяшаўся і збіўся. Спасибо вам. Павел Свердлоў, Юлія, няхай працавалі для вас. Пачуемся праз тыдзень у наступнай стартапніцы. Да пабачэння.